Доброе утро всем, кто просыпается вместе с нами. Это утро Якутии, 25 уже августа. Августа В уже. календаре уже четверг. Катерина Винокурова, Павел Танин по-прежнему. Вместе с вами просыпаемся, как любит говорить Паша. По крайней мере, пытаемся это сделать. Да, ну и как всегда, мы приготовили много всего интересного, чтобы это утро началось максимально бодро, максимально информативно, Полезно. максимально позитивно и тем самым настроило вас на рабочий, такой хороший, продуктивный лад сегодняшнего дня. И чем же будет отличаться это утро? Почему сегодня у нас будет аж целых 3 гостя, да, по разным темам. С первыми мы поговорим о рынке недвижимости, есть ли спрос на жилье и какое недвижимое имущество в основном приобретают люди. Да, со вторым гостем обсудим такую тему, как бракоразводные процессы. Узнаем, в принципе, о статистике как бракосочетаний, так и бракоразводных историй, что над чем превалирует, чего все-таки больше. Ну а с третьим гостем мы поговорим об акции «Добро в руках», которую организовал благотворительный фонд Харисхалп. Ну а разбавим наш эфир традиционными рубриками «Даты и события», «Моя профессия», «Пусть мама придет» и «Киноафиша». Да, помимо этого мы узнаем о такой интересной процедуре, как смена имени, и действительно ли смена имени может изменить судьбу человека. Ну вот постараемся это выяснить, ну и помимо этого узнаем об очень интересной выставке. Это выставка мини-книг, вообще маленькие-маленькие книжки. Как вообще такое бывает? Узнаем. Да, узнаем. Ну и мы, как всегда, напоминаем вам про наш номер, по которому вы можете писать нам все свои пожелания, поздравления, какие-либо вопросы задавать нам, нашим гостям. Номер телефона вы видите на своих экранах: 8 914 273 4488. И не забывайте про наш телеграм-канал, в котором мы тоже публикуем много всего интересного. Внизу, видите, вот где-то вот тут, да, правильно показываю QR-код, можете его отсканировать своим смартфоном и попасть на наш канал, подписаться и следить вообще за жизнью нашей редакции в принципе. Ну а начнем по традиции мы выпуск с чего? Начнем мы с рассказа о погоде. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 5,8 градусов тепла. В Заречной группе 6,9. В южных до 9 градусов. В Вилюйской группе 7,8. В Нижнеленских 3,8 градусов. В западных 6,8. В Колымендигирской группе от 3 до 16. В Янских 5,6. На северо-западе 3,4 градуса тепла. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила 7 градусов. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Ветер до 2 метров в секунду. Сегодня днем нам обещают преимущественно без осадков. Ветер северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 14-16 градусов тепла. Ну, очевидно, что осень даже уже не то, что в дверь стучится, она эту дверь пытается выломать всячески, но время ее уже приходит, от этого не убежать. И между тем осень может стать переломным моментом на рынке недвижимости, потому что прогнозируют удорожание в стоимости жилплощади примерно на 10%. Такой прогноз известием дали девелоперы и риэлторы, да, естественно, по люди, итогам которые... июля в России зафиксирована рекордная одобряемость ипотеки с начала пандемии 85%. Как обстоят дела на рынке недвижимости и есть ли спрос сейчас? И специально на эти вопросы ответят наши гости. Да, во-первых, это представитель одного из крупнейших застройщиков Москвы Алексей Сергеев. И также у нас в гостях генеральный директор Центра недвижимости «Приоритет» Луиза Спиридонова. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вот, ну, собственно, наблюдается ли рост цен на недвижимость уже сейчас? У нас рост недвижимости идет планомерный, то есть мы выходим на очередной этап строительства, и от этого у нас дорожает недвижимость. Поэтому это у нас заложено изначально в экономическую модель. Конечно же, есть внешние факторы, которые также влияют. Подорожание материалов, логистики, которые сейчас существуют, это тоже влияет. И это уже дополнительное подорожание, которое идет вне наших планов. Дорожает недвижимость стабильно. Что ищут покупатели сегодня?
Смотрите, с каждым годом покупатели становятся все более требовательные, да. И если мы говорим про спрос в Москве, если ранее просто требовали, чтобы рядом было метро, то сейчас люди хотят, чтобы была, во-первых, развита инфраструктура, то есть чтобы были классные школы рядом, больницы, торговые центры, да, места общего отдыха, рестораны. Кроме того, людям сейчас важно, чтобы район был максимально экологически чистый, чтобы вокруг было много зелени, парков. И также, конечно, важно, чтобы сам жилищный комплекс отвечал всем современным требованиям, то есть были закрытые дворы, красивые детские площадки и многое другое. Да? Вообще самый такой популярный запрос в Москве — это у нас, допустим, однокомнатная квартира, где-то 8 миллионов и по какой-то хорошей ипотечной ставке. Да? И сейчас как раз-таки у нас мы привезли специально Алексея, пригласили к нам из Москвы напрямую, потому что у нас проводятся дни открытых дверей. Это сегодня, завтра, послезавтра в нашем офисе в Центре недвижимости «Приоритет» на Пояркова 20/1. И там люди могут проконсультироваться по всем вопросам именно с Алексеем. У нас стартует также новый проект, старт нового жилищного комплекса, где будут самые классные цены. И это как раз-таки необходимо инвесторам, чтобы зайти по минимальной цене и уже получать сразу прибыль. Дополнительно мы применили достаточно много интересных экономических инструментов. Это и ипотеки, у нас ипотеки снижены до 0,1%, и инструменты по рассрочкам, и скролл-рассрочкам. Работаем мы точно так же, как и большинство сегодня на рынке. 213-218 закон, ФЗ 214-218, прошу прощения. Вот. И инструменты на сегодняшний день выкручены, наверное, в максимум, что возможно. Поэтому сейчас пока еще существует вот эта уникальная возможность, когда и все инструменты максимально выгодные, цены позволяют зафиксировать те доходы, которые люди сейчас получают. И, конечно, да, к нам действительно инвесторов сейчас обращается очень много, которые на сегодняшний день видят московский рынок недвижимости, возможно, и весь рынок недвижимости как, наверное, самый стабильный инструмент фиксации и увеличения своих доходов и прибыли. Вот говоря про то, что сейчас максимальное количество инструментов есть, наверное, можно даже смело сказать, что если люди ждали какого-то знака, что нужно брать квартиру, то самое время это сделать сейчас. Так, да. Сейчас уникальная возможность, это правда. Сейчас и государство, извините, что перебиваю, сейчас и государство субсидирует ставку, сейчас застройщик субсидирует ставку, и банки субсидируют ставку. То есть сейчас ситуация действительно уникальная. И когда, я не знаю, была ли у нас когда-то в истории ставка 0,1. То есть то, что мы говорим на Запад, что у них там такие ставки низкие, конечно, это можно получить квартиру. У нас это сейчас реально. То есть квартиру купить в Москве, начиная с 20 тысяч рублей в месяц, это реально. С московской пропиской. А вообще много клиентов из Якутска? Из Якутии? Да, у нас из Якутска очень много людей приобретает как раз и самый любимый застройщик якутян — это застройщик А101. Возможно, потому что А101 строит целыми микрорайонами, там будет прямо не только просто ЖК, там будет целый микрорайон, очень красивый, оснащенный, где полностью жители все друг друга знают. Там очень зелено, красиво, очень много шикарных школ. И школам мы вообще уделяем особое внимание. Да. Школам вообще, детскому направлению мы уделяем большое внимание. Все наши районы находятся возле красной ветки метро, старейшая ветка метро номер 1. На этой же ветке находится МГУ, МГИМО, Российская академия народного хозяйства, РУДН. То есть эту ветку еще называют также студенческая ветка. И это тоже способствует высокому спросу, в том числе и якутян. По всей видимости, они активно поступают в эти вузы и приобретают. Это прямая ветка, 25 минут до МГУ, например. Чисто гипотетически тогда, да, можно всю жизнь на ветке прожить красной, потому что, вся инфраструктура, во-первых, и учебные заведения. Но возвращаясь к программам, по которым люди могут приобрести квартиру, ипотеки и так далее. Сейчас, мы опять же сказали, что они почти все одновременно могут сработать, это идеальное время. Но вообще в целом, какими чаще всего программами пользуются клиенты? Но если мы говорим про инвесторов, затронули раз эту тему, то инвесторы, те, кто в долгую, те, кто, я их называю инвесторы на пенсию, они планируют как раз приобретение квартир под 0,1, и ипотека, которую они оплачивают, она существенно ниже даже сейчас, существенно ниже, чем аренда. А это они работают в долгую, приобретают в долгую. Как правило, это люди 35, 40, 30 лет, они в этом 45, в этом промежутке наибольший спрос на эти ипотеки.
И ипотека, не ипотека, и программа в короткую — это когда они заходят с минимальной ставкой, с минимальным платежом сначала, потом платят в конце, и в этот момент могут переуступить квартиру и зафиксировать свою прибыль. Это те, кто инвесторы, кто работает в короткую. Якутян у нас действительно очень много. И я, к сожалению, не подбивал статистику, но могу сказать, что по субъективным ощущениям, ну, 30% точно. Ну, а якутяне, кстати, ну, если есть такая информация сейчас, можно сказать, какой вариант выбирают чаще, долгосрочную или краткосрочную? Долгосрочно. Здесь все-таки люди больше заботятся о своем будущем. Ну, вот еще один немаловажный вопрос. Раз мы говорим о приобретении якутянами квартир в Москве, мы понимаем, Якутия здесь, Москва там, это огромные... Вот мне, допустим, самому трудно представить, как можно, ну, вот, находясь в одном городе, совершенно далеком от того, где ты приобретаешь квартиру, ну, как вообще процесс происходит, то есть насколько это сложно, насколько какое-то сопровождение идет. Ну, расстояние не маленькое, да? Да, смотрите, у нас здесь есть подразделение. Кроме того, у нас есть офис в Москве. И мы всю сделку полностью можем провести онлайн. Сейчас нет необходимости острой прямо ездить в Москву и там смотреть, да. Сейчас век современных технологий, мы можем провести онлайн-показ. Также у застройщика на сайте полностью можно посмотреть, куда выходят окна, что там рядом находится, да. То есть мы даем всю полную информацию об объекте, и покупатели у нас, наверное, 80% покупателей даже не ездят в Москву и покупают, сидя здесь спокойно. Ипотеку также вот все можно оформить здесь. У нас в компании, конечно, мы помогаем нашим клиентам вот с самого начала, вплоть вот до первой заявки, до получения ключей. Мы на всей стадии выбора квартиры вместе с вами, поэтому наши покупатели вообще ни за что не переживают. Если, конечно, они хотят поехать и собственными глазами посмотреть на стройку, то наши сотрудники, которые находятся в Москве, там их встречают, все показывают. Поэтому с этим никаких проблем нет. Мы тесно работаем с компанией Приоритет. «Приоритет», прошу прощения. Мы тесно работаем с компанией «Приоритет». И действительно они приезжают туда с клиентами, показывают, подключают наших менеджеров. И все менеджеры, все покупатели, конечно, получают на все вопросы ответ. Также у нас более 90% вообще сделок, в том числе и по Москве, происходит вообще удаленно. Электронная пандемия открыла новый горизонт, доверила. Мы доверились уже онлайн-пространству. Алексей и Луиза, спасибо большое за Огромное информацию. спасибо. Я думаю, нашим зрителям было очень полезно. Ну а прямо сейчас мы вынуждены прерваться на короткую паузу, после которой вернемся. Адрес. Доброе утро, Якутия! В студии Кристина Якупова. Новую линию электропередачи из Хандаги до Нежданинского золоторудного месторождения запустили в Тамбонском районе республики. Подключение горно-обогатительного комбината к электросетям снизит нагрузку на энергокомплекс, который до этого был единственным источником энергоснабжения. Соответственно, это скажется на экономии дизельного топлива и, как следствие, сократит выбросы в атмосферу. Более того, запуск ЛЭП даст импульс развитию всей республики не только в области золотодобывающей промышленности, но и в смежных секторах инфраструктуры и экономики. Прежде всего, конечно же, экономический эффект весьма существенный. Мы ожидаем, что переход с дизельного топлива на сетевую электроэнергию сократит себестоимость добычи золота приблизительно на 15-20%. Кроме того, углеродный отпечаток предприятия, который достаточно был существенный из-за использования ископаемого топлива, он сократится примерно на 60-70% и может сократиться еще больше после заключения прямого договора с Вилюйской ГЭС. В регионе впервые реализуется республиканская программа «Малый бизнес для большой семьи». Проект нацелен на многодетные семьи, которые хотят реализовать свой бизнес. Участники программы пройдут 5-дневное обучение, по итогам представят бизнес-план экспертной комиссии. Лучшему проекту предусмотрен грант в размере 100 тысяч рублей для старта семейного бизнеса. Для участия в проекте семьи должны подать заявку на портале moybiznes14.rf. Прием заявок продлится до 4 сентября.
В нашей республике большое количество многодетных семей, которые имеют от 3 и более детей. В год столетия ЯССР, в год матери, под патронатом Министерства предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия по инициативе Центра «Мой бизнес» мы подготовили для многодетных семей очень полезную активность. С 12 по 16 сентября мы реализуем образовательную программу «Малый бизнес для большой семьи», участие в которой поможет вам открыть свое собственное семейное дело или развить бизнес, который уже построили. Жители Хангаласского улуса поддержали всероссийскую акцию «Книги Донбассу». Ее цель – пополнить фонды библиотек Луганской и Донецкой народных республик качественной литературой на русском языке. Хангаласцы собрали около 900 книг различного жанра – классическая литература, учебники, детские книги. Активное участие приняли на слеге района, школы, учреждения культуры и общественные организации. Все книги мы отправим в город Якутск, в общественный штаб Дмитрия Медведева. И, соответственно, после этих книг будут доставлены в Донбасс. Это «Утро Якутии», 25 августа на календаре, четверг. Мы этот день вместе с вами встречаем. Как за 15 минут ничего не изменилось. Катерина Винокурова, Павел Танин. 25 августа. Что это за день, Катя? Ну вот сейчас мы и узнаем. Да, наша рубрика «Даты и события» расскажет нам о том, какими датами сегодняшний день знаменателен. На календаре 25 августа сегодня отмечают День «Поцелуемся и помиримся», День гардероба секонд-хенд, День бананового сплита. В Испании проходит битва томатов. По народному календарю в эту дату чтут память мучеников Аникиты и его племянника. В деревнях и селах в этот день занимаются уборкой и ремонтом хозяйственных нежилых построек. В этот день пол принято подметать веником из вереска. Считается, что он изгоняет нечистую силу. Ясная и теплая погода предвещает хороший урожай белых грибов. События в этот день. В 1609 году Галилео Галилей продемонстрировал первый в мире телескоп. В этот день состоялся первый полет самолета Ан-51. В этот день из Горького в Казань отправился первый советский корабль на подводных крыльях «Ракета». А в 1973 году был сделан первый снимок томографом. Состоялась выставка Александра Попова на Гоголевском бульваре, которая положила начало новому типу уличных выставок-акций, ставших неотъемлемой частью культуры 70-х годов. В 1997 году был основан российский государственный телеканал «Культура». В этот день родились. В 1530 году родился Иван IV Грозный, первый русский царь в период с 1547 по 1584 года. Георгий Данелия – советский российский кинорежиссер, сценарист, актер, народный артист СССР. Шон Коннери – английский и американский актер, продюсер, лауреат премии «Оскар». Маргарита Терехова – российская актриса театра и кино, режиссер, народная артистка России. Сергей Соловьев – советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, народный артист России. В этот день родилась Клаудия Шифер, немецкая супермодель и актриса, общественный деятель. Именины сегодня отмечают Ян, Яков, Федор, Теодор, Степан, Симон, Сергей, Сава, Петр, Николай, Михаил, Матвей, Леонид, Илья, Иван, Ефим, Дмитрий, Герман, Вячеслав, Василий, Аркадий, Антон, Алексей, Александр. Ну а в рубрике «Моя профессия» сегодня мы расскажем о профессии кинолога, о людях, работа которых основывается на воспитании собак, коррекции их поведения для достижения определенных результатов. Я в сотрудниках, в органах внутренних дел с 2004 года служу, а кинологом именно с 2007 года. Получается, что до этого я работал в районе, а там должность только как ввели. У меня коллеги сразу вспомнили, что я люблю собак, и предложили мне именно должность. Я согласился, коллега сразу побежал к руководителю моему, говорит, вот человек согласен. Вот так я и попал в кинологию, наверное. В мои обязанности входит, во-первых, это уход и сбережение собак. Это в первую очередь, наверное, по службе, получается, именно розыск преступников, заблудившихся людей в лесу, к примеру, мы часто ездим.
Ну, также обычная полицейская служба также у нас. Ну, у них век у служебных собак, к сожалению, очень короткий. 10-12 лет они уже очень, если доживают, то это уже очень хорошо. А так у меня сейчас вот, один пес уже 8-летнего возраста достиг, но он до сих пор служит. Единственное, вот если собака страдает вот, в ходе службы, бывает так, что в них стреляют, травмы получают собаки, вот это, да, сложность. Ну и сложно это переподготовка собак, наверное. Когда совершаешь ошибки, все приходится заново делать, и поэтому и терпение нужно огромное. Собак воспитываем. Этого я, к примеру, взял с 3-месячного возраста. До этого я брал тоже, ну, самые маленькие, это 3 месяца, которых я брал, наверное, на службу. Первый пес уже к 8 месяцам уже служил, уже приносил пользу обществу. Хотя они должны были к 1,5 года только начинать работать, но, в принципе. Главное качество, которым должен обладать кинолог, это, наверное, скорее всего, терпение и трудолюбие. Ну а в Якутии с начала этого года родилось целых 6500 детей. Из них 3116 девочек и 3382 мальчика. Это по состоянию на 12 августа. Возможно, сейчас их стало и больше. Да? Наша республика является лидером по рождаемости на Дальнем Востоке и занимает 6-е место по стране. Среди популярных имен у новорожденных девочек, как ты думаешь, какие имена? Ну, на самом деле, с девочковыми именами. Да. Сейчас фантазия у родителей гуляет просто. Ну, и мужские тоже имена сильно-то не отстают. Но я думаю, что-нибудь из разряда там Софии, может быть. Да, Милана очень красивое имя, тоже очень популярное. Евой называют часто, да. Викторией, Амелией, Мией, Аделиной, Валерией. Ну а среди мальчиков популярными именами остаются такие, как Артем, Александр, Тимур, Данил, Марк, Иван, Михаил, а также Лев. Да. Я заметил, что мужские имена популярны, в принципе, такие достаточно классические. Ну вот, а как ты думаешь, какие редкие имена? Ой, я даже в эту тему боюсь лезть, потому что там может быть все, что угодно. Я вот вчера, как раз когда готовилась к эфиру, посмотрела. Благо, среди редких нет пока еще Екатерин и Павлов. Так что мы как еще пока не исчезающие. Мы еще не в красной книге имен, так сказать. Да, вот интересно, многие все-таки имя это что-то такое, знаешь, то, что дается нам с рождения, но некоторые, есть такая прослеживается тенденция, меняют свои имена. Ну, такое бывает, кстати, встречал случаи в своей жизни такое, но кто-то даже утверждает, что смена имени, она может вполне себе изменить судьбу человека. Да, и вот как раз с такими вот людьми мы познакомились буквально на днях. Давайте посмотрим следующий материал. Когда мы ищем ответ на какой-то серьезный вопрос, он приходит неожиданно. Часто судьба посылает нам людей и подает знаки. Так случилось и с нашей героиней Инессой, когда девушка решилась на смену имени. Если хочешь изменить жизнь, что-то нужно делать. И я начала об этом думать, перебирать имена. Никому не ходила, не обращалась, как многие думают, обычно высчитывают имена. Я начала искать то, что мне внутри откликается. Сначала в 2017 году у меня появилась, как у преподавателя, Infinity Aero Yoga. Я в Астане была в 2017 году, полетела на выставку, и очень много было знаков. То есть я жила в ЖК Infinity, очень много было вокруг знаков бесконечности. То есть я поняла, как потом, будучи проанализировав, что энергии сейчас вот бесконечности работают. С документацией проблем не ощутила. А как оказалось, именно это и отталкивает многих. Когда я шла на получение, работница паспортного отдела, она ждала меня с таким счастливым настроем. И я с того момента поняла, что это мне теперь дает позитивные отношения. Люди меня ждут, они с таким не только уважением, а как будто ты родная.
По закону любой россиянин вправе менять свое имя, равно как и свою судьбу, столько, сколько ему вздумается. У меня с таким именем жизнь не клеилась, сейчас у меня будет новое имя, и жизнь клеиться начнет, и станет все хорошо. Если человек имеет возможность таким образом обнулиться, с точки зрения психологии, шикарный кейс и такая микротерапия, такой инструмент для того, чтобы действительно свою жизнь улучшить. Ну и, конечно, женщины фамилии, конечно, не имена чаще всего меняют, и это тоже же попытка как-то начать жить по-другому. Нюргуяна с рождения по документам была Нюргустаной. Даже когда вышла замуж и сменила фамилию, имя в паспорте по-прежнему было не ее. Мама с папой решили назвать Нюргуяной. Но почему-то пока папа шел за свидетельством о рождении, назвал меня Нюргустаной. Так я всю жизнь жила и как-то задумалась, а почему я должна вот ходить с этим именем, если это мне как бы в тягость, да? Мне же ощущаешь же, да, вот некомфортно мне в этом имени, так и живу. Тут я решила все-таки обратиться к нумерологу. Хочу тебе, говорит, дать второе имя. Я говорю, а зачем? Ну ты же, говорит, творческий человек, как псевдоним. Вообще имя, говорит, Джол. Я говорю, Джол, да. Я говорю, как это Джол? Это же счастье. Второе имя Нюргуяна все-таки взяла и свое первое задокументировала. Получила новый паспорт, и жизнь заиграла новыми красками. Прям в прямом эфире познакомилась со своим будущим мужем. В том же году мы поженились, сыграли свадьбу. Затем у нас родилась дочка. Мы ее назвали Арылыко. Кстати, за последние 3 года в нашей республике все большую популярность набирают якутские имена. Встречаются и необычные. Аглая, Ада, Георгина, Джульетта, Джулия, Есения, Тапталтына, Шакира, Сулстана. Необычные имена мальчиков: Амин, Андерсон, Антуан, Атаман, Билл, Жозеф. Есть у нас мальчики еще Теодор, Султан. И у нас есть мальчик с таким прекрасным именем, как Якутск. По словам астрологов, имя несет звуковую вибрацию, которая влияет на характер и судьбу. Даже если поменять только одну букву, все сложится иначе. Психологи поддерживают. С новым именем жизнь действительно изменится. Главное — в это верить. Катерина Винокурова, Виктор Дичковский, Якутск. Нравится свое имя? Поменял бы? Ну, я могу поменять и без официальных документов. Один раз был случай, когда меня весь вечер называли Анатолием. Да. Ну, с тех пор это добрая шутка, бывает. которую мы Ну, вспоминаем. в принципе, Павел и Анатолий недалеко ушли. Я да? вообще похож на Виталия, мне кажется. Поэтому... Может быть, и Александром. Может быть, и Александром. Мне тоже имя свое очень нравится. Я бы вот ни за что бы не поменяла. Ну, я сколько, 30 лет со своим прожил именем, что мне, куда менять его? Все, уже не надо. Итак, мы продолжаем с Александром. 25 августа для многих людей может стать знаковым праздником. Почему? Я, кстати, Александрович. Ну Потому вот. что сегодня, если они проследуют призыву такого выражения, да, которое дало название, собственно, празднику, День поцелуемся и помиримся. Это реально может изменить жизнь, особенно пар, которые, ну, может быть, где-то у них какие-то ссоры, несостыковки, и хотели бы они обратно все наладить. Пожалуйста, Какой-то поцелуемся разлад, и примиримся. Да, инициаторы праздника обращают внимание на то, что в жизни трудно избежать ссор и конфликтов, будь то отношения между любящими друг друга людьми, родными или друзьями. Стоит вспомнить и о том, что ссора также является травмой и отзывается болью в сердце всех, кто становится ее свидетелем. Так что если вы с кем-то поругались, то сегодня обязательно стоит помириться. Откинуть все обиды, да, и так далее. Но, тем не менее, если говорить про семейные пары, как правило, ну не как правило, очень часто, наверное, крупные уже ссоры, они вытекают в такое явление, как бракоразводный процесс. Конечно, избежать этого можно, но иногда даже наоборот, лучше точно расставить все точки над «и» и тихо, мирно разойтись. Вот конкретно про вообще статистику и бракоразводную, и бракосочетание, чего все-таки больше, происходит, каковы да, настроения у пар, скажем так, мы поговорим на эту тему с главным специалистом отдела организации государственной регистрации актов гражданского состояния и правового обеспечения управления ЗАГС Республики Саха-Якутия Анной Григорьевной Михайловой. Анна, здравствуйте. Григорьевна, доброе утро. Доброе утро. Ну, сколько в этом году, давайте начнем с хорошего, да? Сколько в этом году пар узаконили свой союз? Ну,
еще рано говорить, мне этой цифры, честно говоря, нет. Сначала Да, с начала года я не посмотрела, но я могу сказать, что за последние 5 лет, допустим, с 2017 года в среднем у нас 6 тысяч пар регистрируется ежегодно, но немножечко снижение есть, особенно в 2020 году. У нас где-то 4500 пар зарегистрировалось. Ну, вы сами понимаете, по какой причине, да? Потом этот год посмотрим. Должно быть больше, я думаю, хотя бы больше 5000. А так есть такая тенденция, что количество браков снижается. Как будто бы, да? Но мы думаем, что, может быть, это связано с демографической ямой, так называемой. Помните, в 90-м году, когда была очень низкая рождаемость. То есть, попросту говоря, молодежи мало вот этого возраста для вступления в брак. Может быть, это обусловлено вот этим. А вообще самый пик заключения брака это был в 2011 году, когда у нас в республике зарегистрировано было свыше 9000 Это самое крупное, пар. получается. 2011. Да, это было в 2011 году. С того момента уже меньше, конечно. Ну а теперь уже на темную сторону перейдем по бракоразводной практике. У нас, ну, насколько часто люди разводятся в Якутии, это опять же можно статистику Снижается. изучать. Да, к сожалению, такой момент тоже есть. Как сказать-то, ну, где-то ежегодно, можно так сказать, что где-то 50% от регистрируемых браков приходится на разводы. То есть разводы как будто бы на 50% приходится. То есть статистически получается, что каждый второй брак, он обречен. Да, но если смотреть на абсолютные цифры, то как будто каждый второй брак обречен, а так там так нельзя смотреть. То есть надо смотреть качественно, потому что люди регистрируют расторжение брака по истечении скольких-то лет, долго ходят, не оформляют и так далее. Ну, понятно, что мы говорим есть, только статистику, мы да, не можем... Просто такая была статистика, ну и она как бы тоже такая стабильная. То есть нельзя сказать, что прям у нас катастрофически увеличивается расторжение брака. Ну, просто держится. Да, и всё. это держится вот так вот сложилось. Ну вот говоря про разводы, все-таки, ну, насколько это сложный процесс с точки зрения, ну вот опять же, бюрократии, юридические вот эти документы все. Ну, у нас практика показывает, что мы регистрируем расторжение брака на основании решений судов. Это где-то 80%. А решение суда, это, то есть в суд обращаются в основном там молодые пары, семьи, где есть маленькие дети, несовершеннолетние. Вот, то есть прежде чем прийти к нам, люди идут в ЗАГС. В суд. Идут в суд. И, к сожалению, больше всего дают расторжение брака молодые семьи, которые прожили от 1 до 6 лет. Это где-то 50%. То есть это, наверное, самая зона риска. Самый такой, да, критический момент какой-то наступает. И, да, люди говорят, что несходство характеров, но, видимо, так оно и есть на самом деле, да? Вот. А вы сказали, что 80% примерно проходят через суд, а 20% остальные напрямую в ЗАГС могут прийти. Да, могут прийти напрямую в ЗАГС. То есть когда тихо, мирно сами Да, все если решили. тихо, мирно, если нет никаких споров, если уже дети совершеннолетние, то вполне можно подойти в ЗАГС и оформить у нас. Анна сразу. Григорьевна, наверняка на вашем опыте есть какие-то интересные случаи, да, на вашей практике, может быть, люди, не знаю, воссоединялись, да, на ваших глазах. Вот что такого запомнилось из последнего? Ну, то, что люди воссоединялись, много таких есть случаев, когда люди расторгают радует. брак, потом эти же люди заключают повторный брак. Такое бывает часто. Может быть, был кто-то, кто разводился с праздником. Наконец-то. Ну, не знаю, я таких случаев Такого не могу не было. сейчас припомнить на данный момент. Единственное, я хотела бы вспомнить тот факт, что вот буквально недавно, 8 августа это было же, да, прошло 14 лет с того момента, когда мы зарегистрировали максимальное количество браков в день. Это была, ну, как бы, да, зеркальная дата, 3 восьмерки. Да. Тогда у нас было зарегистрировано 179 браков. Но мы посмотрели статистику, тоже стало интересно. Все-таки из этих браков 63 пары развелись. То есть это А было их 35%. сколько? 179. Ага. 179. Ну, это такой есть 1050. интересный факт. Да. Но остальные, надеемся, будут жить бесконечно долго, бесконечно счастливо. Три восьмерки, потому знак что бесконечности. восьмерка, да, как раз вот в материале было тоже наша героиня, которая поменяла имя, везде видела знаки бесконечности и поменяла себе фамилию. Анна, Да. спасибо большое за эту информацию. Ну а прямо сейчас мы передаем слово нашим коллегам из информационной службы, которые ознакомят нас с последними новостями.
92% жителей, пострадавших от паводка районов, получили материальную помощь. Кроме того, на восстановительные работы в Верхоянском улусе было дополнительно выделено более 26 миллионов рублей, а также 2 миллиона 312 тысяч рублей на восстановление ФАПов. Между тем, доставлены строительные материалы на восстановление социальных объектов в 4 населенных пунктах. Остальная поставка задерживается по погодным условиям. По восстановлению в Верхоянском районе и Кобякском районах объектов социального и многоквартирных домов идет планомерная работа. На сегодня у нас по Верхоянскому району 15 социальных объектов, где подрядные организации начали работы, и в некоторых населенных пунктах объекты готовы к эксплуатации. В парке Мирного осветят центральные аллеи и спортивную площадку. Ее открыли летом по инициативе Народного актива при финансовой поддержке Алроса. Средства на освещение предусмотрены в договоре целевого финансирования. Его заключили администрация города Мирного и Алроса. В августе должен пройти аукцион на определение подрядчика работ. В рамках Народного актива, то, что мы с жителям города Мирного обещали, выделили средства на производство работ по освещению центральных аллей в городском парке. В ближайшее время, в августе-сентябре, будет произведена закупка, и, скорее всего, в сентябре уже появится новое освещение в городском парке по всем центральным аллеям. Кабинет технической направленности открылся в Усть-Алданском районе в Центре детского творчества «Аркион». Из федерального бюджета была выделена субсидия на сумму 1 миллион 800 тысяч рублей. На средства приобрели 8 ноутбуков, лазерный станок, 2 комплекта робототехники. Безусловно, данные приобретения станут опорой для развития детей в области новых технологий. Безусловно, значимость кабинета в данное время очень большая, потому что на эти средства мы приобрели новейшее оборудование, как лазерный станок, новые последние модели робототехники, микропроцессоры Arduino, умный дом. И поэтому мы планируем, что в нашем вузе, впредь, занимаясь в данных кружках, дети откроют свой талант и в будущем станут востребованными специалистами именно по техническому направлению нашей республики. У меня на этом вся информация. Мы продолжаем следить за развитием событий. Коллеги, передаю вам слово. Это были новости от наших коллег. Спасибо, Кристина. Ну а мы немножко еще затронем тему, с которой мы ушли на новости. Вопрос брак-развода, бракосочетания. Полезная информация, что в ЗАГСе в Якутске начала работу служба медиации, то есть поддержки, консультации конкретно пар, которые собираются развестись, разойтись. Они и по юридическим вопросам проконсультируют, а в некоторых случаях даже могут и примирить пары, которые думают, что все, дальше уже некуда, а выясняется-то, что еще дальше, ой, как еще сколько можно долго жить и любить друг друга. Да, и все это проходит во дворце бракосочетания по вторникам, средам и четвергам. Все правильно. Ну, а героиня нашей традиционной рубрики «Пусть мама придет» Богдана мечтает именно о семье. Да, о семье, о самом главном. Ей всего 2,5 года. Так получилось, что она оказалась в государственном учреждении, где ее, конечно, любят и оберегают, но всем очень хочется, чтобы эта замечательная девочка обрела свою настоящую семью. Знакомьтесь, Богдана. Нашей Богдане 2 года и 5 месяцев. Богдана очень спокойная, ласковая, веселая девочка. Любит играть, собирать пирамидки, шнуровки, вот она очень любит. Богдана пытается самостоятельно одеваться, самостоятельно кушает. Очень аккуратная девочка. Да? Богдана легко идет на контакт со взрослыми, реагируя на обращение к ней положительными эмоциями. Очень любит Богдана катать свою куклу, бережно усаживая ее в коляску и прогуливаясь по коридору.
Богдана, как и все дети, любит открывать что-то новое для себя, при этом осторожно изучая все вокруг. Одно из таких мест – соляная комната, где Богдана любит бывать и получать новые эмоции. Девочку очень любят сотрудники центра. Мы очень надеемся, что в ближайшее будущее наша Богдана обретет любящую семью. Мы присоединяемся к этим словам и надеемся, что после нашего сюжета у Богданы появится семья. Паш, видел когда-нибудь книгу с размером с наперсток? Размером с наперсток, это примерно, Да, ну, это нет. вот, это вот как на наперсток пальчик, видел. На пальчик, на пальчик. Наперсток видел, книгу Пяльчик. размером на пяльчик. А книгу размером с наперсток, к сожалению, нет. А как вообще ее можно сделать, если, как там буквы писать? Это принтер какой-то нужен, полиграфия. Ну вот, да, фотография. интересно, вот там точки, что ли, какие-то или что? Вот разве что, потому что я думаю, что на таком размере букву прям написать, это будет сложно. А вот наша коллега Ирина нашла в Якутске такого человека, который вот уже на протяжении многих лет коллекционирует мини-книги. Уникальная домашняя библиотека действительно очень впечатляет. И, кстати, не просто книги, это настоящие шедевры мировой, русской и даже якутской литературы. Ей блаженных сновидений, шла ты чистою стезою. Розалия Никентьевна, ну это сколько сантиметров эта книжечка? Ну это будет где-то 1,5 сантиметра. Коллекционер со стажем Розалия Попова отмечает, рядом с этими книжками ощущаешь себя гулливером, попавшим в удивительный мир. Крошечный, но такой изящный и неповторимый. У Розалии Иннокентьевны, хранителя книжных памятников, более 600 редких и раритетных изданий. Шедевры мировой литературы, произведения писателей, поэтов, высказывания великих людей, золотой фонд якутской литературы. Для учителя Розалии Иннокентьевны миниатюрная книга – предмет искусства и почитания, ведь она всю свою жизнь проработала в сфере образования, поэтому книга – главная тема коллекции. Она даже присутствует в значках и в сувенирах. Интерес к книгам у меня, именно к мини-книжкам, где-то с конца 70-х годов начался. Так, в связи с работой учителя, конечно, связанная. И эти книжки я в то время при Советском Союзе я сама собирала. Потом стали мне дарить мои ученики, друзья, подруги. На полках коллекционера мини-книги с ограниченным тиражом. Уникальные издания, изготовленные с особым мастерством дизайнеров и печатников, с переплетами, сделанными вручную. Розалия Иннокентьевна отмечает, приобретая миниатюрные книги, вы делаете инвестиции прежде всего в себя и приобщаетесь к богатой книжной культуре. Победитель конкурса «Мини-книга» из личной коллекции Розалии Иннокентьевны Поповой. Книжка всего с несколькими страницами и все сделано из серебра. В Национальной библиотеке проходит интересная выставка. Организованный конкурс среди книголюбов вызвал интерес у посетителей. Ведь в одном месте можно увидеть настоящие бриллианты. На конкурс поступило более 200 экземпляров. Мини-книг интересные по формату и оформлению. Миниатюрные издания с футлярами, суперобложками, в кассетах, в переплете, в виде брелоков, кулонов с магнитами, со стеклом и даже с музыкальным механизмом. Среди мини-книг настоящие раритеты со всей Якутии. Например, здесь можно увидеть мини-книги «Сказания о Великой Москве» Сергея Зверева «Кылуола», изданная на 6 языках. Евгения Онегина самым большим тиражом – 350 тысяч экземпляров, а также увидеть известную коллекцию советского спортсмена на Олимпийских играх. На витрине целый мир из маленьких книг. Кораны из Турции, Библия и другая литература из США, Германии, Италии, Перу, Венгрии, Болгарии, Франции и Белоруссии. Миниатюрные книги можно назвать шедевром полиграфического искусства, однако не каждая маленькая книга считается миниатюрной. Например, здесь по нашим российским стандартам, если судить, маленькое книжное издание не должно превышать 100 на 100 миллиметров, то есть оно не должна быть больше 10 сантиметров. А в зарубежных странах вот такая маленькая книжка
мини-книга должна обязательно быть 7 на 7 миллиметров, то есть не больше 7 сантиметров. Самая старинная книга из нашего фонда, основного фонда, профессор Мамлок. И советского периода книги самые у нас популярные серия маленьких книжек-брошюрок «Мастера советского кино». Тут есть очень интересно, они в виде вот гармошки. Можно вот кадры из фильмов. Угу. Вот «Семеро смелых», «Комсомольск». Это какого года получается? Они 50-го года, 50-х годов. Да. Вот. Фонд разделяется на основной фонд, это на русском языке, есть краеведческий про Якутию и якутский на якутском языке, на языках народов Севера, и иностранный фонд. И в каждом нашем фонде есть свои миниатюрные книги, свои уникальные, свои звезды у нас. Миниатюрные книги не зря называют книжными бриллиантами. Они помогают сохранить для потомков лучшие образцы литературы, поэзии, художественной прозы, эссеистики. Красиво оформленные книги могут заинтересовать и молодое поколение. Чтение требует большого труда, чем просмотр видеоконтента, но зато дарит совершенно иные ощущения, погружение в другой мир. Большой мир маленькой книги. Ирина Григорьева, Виктор Дьячковский, Якутск. Ну, а сегодня 25 августа, четверг, день недели, а четверг – это день моей любимой, Кати, рубрики. Это рубрика «Киноафиша», потому что узнаем, какие же новинки в кинотеатрах с сегодняшнего дня начнут крутить и на что можно уже в ближайшие выходные сходить и посмотреть. Доброе утро! Сегодня в отечественных кинотеатрах стартует криминальный триллер «Неубиваемый» с Винни Джонсом в злодейской роли. Выходит финальная часть романтической кинотрилогии «После», «Долго и счастливо» и 2 анимационных фильма. И обо всем по порядку. Мегапопулярный среди романтически настроенной аудитории франчайз «После» готов попрощаться со своими героями триквелом «После, долго и счастливо». Наконец-то зрители узнают ответ на самый главный вопрос: суждено ли центральным персонажам кинотрилогии Тесси и Хардину остаться вместе навсегда? «После, долго и счастливо». Также сегодня всероссийская премьера анимационной комедии «Барбоскины. Тим». Барбоскины мечтают прославиться и покорить интернет. Они умеют танцевать и снимать смешные ролики, которые собирают лайки и просмотры. Но до настоящих звезд интернета, таких как кошечка Кэт, им еще далеко. По случайности Кэт становится их соседкой. Между ними завязывается не только дружба, но и соперничество. На последней неделе летних каникул в российский прокат выходит анимационный фильм для всей семьи. Главная семейная кинопремьера недели «Гостья из космоса». По сюжету картины 11-летний Алан вместе с отцом переезжают в незнакомый городок. В поисках новых друзей мальчик знакомится с ученым-соседом. Тот уверен, что инопланетяне вот-вот прилетят на Землю, и никого лучше Алана для первого контакта не найти. Приключения галактического размаха начнутся сегодня. Отличный повод сходить в кино всей семьей. «Гостья из космоса» в кино с 25 августа. И, наконец, завершает наш список мировая премьера фильма «Неубиваемый» с Винни Джонсом в главной роли. По сюжету преступник по кличке Вор, которого играет режиссер фильма Джеймс Клейтон, грабит наркобарона Темпла. Но что-то идет не так, и уже вору приходится удирать, причем не только с прибылью, но и с беременной женой наркобарона. Конечно, тут просматривается романтика, но все это совершенно не важно, потому что все внимание зрителя будет обращено на Темпла, в роли которого знаменитый Винни Джонс, экс-футболист Уимблдона, а также звезда фильмов Гая Ричи. В «Карты, деньги, два ствола» он был еще вышибателем долгов Большим Крисом. В «Большом куше» уже стал неубиваемым Тони Пулезубом, а теперь вот дослужился до наркобарона.
В общем-то, его бронебойная харизма уже достаточный аргумент, чтобы пойти на фильм. На то, видимо, и расчет создателей. Прокатимся! Неубиваемый. На этом у меня все. Отличного вам настроения и приятного просмотра. Благотворительный фонд «Харысхал Милосердие» объявляет начало ежегодной республиканской акции «Добро в руках» для первоклассников и учащихся средних общеобразовательных школ. Начиная учебный год с благотворительности, дети не только делают доброе дело, но и развивают в себе высокое чувство нравственности, ответственности и сострадания. Да, и более подробно об этом и о других мероприятиях фонда мы поговорим с руководителем учреждения Любовью Клюкиной. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вот. Ну, акция уже стартовала в начале этой недели, насколько мы знаем. Ну, вкратце, что за акция, как устроена, что нужно делать? Ну, на самом деле, это всероссийская акция. В разных регионах она называется по-разному. Где-то дети вместо цветов, а где-то, как у нас, добро в руках. Здесь нужно просто договориться родителям между собой и рассказать детям об этой возможности, что можно подарить от всего класса один красивый, может быть, даже шикарный букет, а все средства сэкономленные от покупки 20, а в случае Якутска 35 букетов, да, в классе, да, можно потратить, перечислить в наш фонд на помощь конкретному ребенку. Ранее акции в нашем фонде уже проводились. В 2018 году больше 1200 ребятишек принимало участие, и тогда собрали 300 тысяч рублей. Представляете? То есть сумма огромная. Сумма, да. Мы приглашаем родительские комитеты принимать участие. И самое главное, рассказывать ребятишкам об этой возможности, потому что если узнают ребята, особенно подростки, они сразу же скажут: да, мы вот за такую акцию будем в ней принимать участие. Ну а в этом году насколько много организации уже подали свои заявки? К сожалению, пока что не так много классов, как ранее. Сейчас на вчерашний вечер только 12 классов пока. Причем это не только город Якутск, но даже Устьянский улус и ближайший Мигино-Кангаласский улус, то есть в том числе с районов. Но это, конечно, не просто, что нам перечислили, и мы такие: молодцы, хорошо, да? В данном случае мы предоставляем каждому ученику флажочки с надписью «Добро в руках», закладки в книги, благодарственное письмо классу. И класс, который принимает участие в этой акции, он будет на такой доске почета виртуальной на нашем сайте отражен. Ну вот, а поконкретнее, да, куда направляются потом вот деньги, собранные в рамках акции, то есть кто получатели конечные? Ранее деньги от акции шли на разные проекты фонда. У фонда «Харысхал» много-много разных проектов. В этот раз мы решили сделать такую помощь разовую, да, конкретному ребенку. Это Петя Матвеев, ему 11 лет. У него вегетативное состояние, то есть это лежачий мальчик, который постоянно находится под аппаратом ИВЛ, то есть он не может сам дышать, к сожалению. Это связано с тем, что он в 3 года перенес такое тяжелое заболевание, и потом случился отек мозга. И для того, чтобы он одновременно мог дышать под аппаратом ИВЛ и получать лекарственные средства, ему нужен специальный небулайзер. Все знают, что такое небулайзер, видимо, да, это вот аппарат, через который дышат паром, который будет специально подключен к его аппарату ИВЛ. То есть мальчик, в принципе, обеспечен Министерством здравоохранения, да, всеми препаратами, аппаратами, которые нужны, но вот этот небулайзер, он не входит в перечень, государственный стандарт, да, но он ему нужен для того, чтобы его жизнь была такой вот более полной, чтобы ему было удобнее, да, жить. Поэтому этот аппарат стоит 126 тысяч рублей. Призываем помочь, в том числе можно Пете в принципе помочь, да. Мы принимаем и разовые пожертвования, у нас есть и подписка на добро ежемесячная, но лучше, конечно, принять участие в такой доброй акции, и тогда дети
помогут ребенку. Да, это В замечательно. принципе, сумма такая вполне. Ну, тоже можно не собрать, космическая да. вроде. Да. И вполне себе в рамках этой акции, я думаю, можно собрать, учитывая, что ранее собирали и в 3 раза больше почти Да. что. Но вот в завершении нашей беседы вы сказали, что в принципе много проектов у фонда есть. Какие еще акции проводит фонд? Мгм. В сентябре у нас будет традиционная наша акция «День варенья» в Чучур-Муране. Мы всех приглашаем сварить срочно варенье из всего, что собрано, и прийти в сентябре к нам. У нас будет такая ярмарка-продажа, будет хороший добрый концерт. Там, конечно, будут в первую очередь принимать участие наши сообщества, родители детей с инвалидностью. Скоро мы открываем мастерские, студии у нас заработают с начала года. Наши это и анимационная студия, и театральная студия, и глинотерапия, и этностудия Чемилкей. И все наши студии будут размещаться в этом учебном году в смарт-библиотеке, что очень удобно. Поэтому приглашаем ребятишек с ОВЗ, с инвалидностью в наши студии прийти, и там интересно заниматься. Вот. А обо всех остальных наших акциях на сайте добросаха.ру. Любовь, спасибо большое. Спасибо Мы большое. также, наверное, присоединимся и призываем всех школьников принять участие в акции «Добро в руках». Действительно полезное, важное дело, помочь как минимум. Помогать — это всегда хорошо. И я думаю, это признак хороших людей, самое главное. Вот так вот началось наше утро четверга. Завтра будет еще интереснее. И отличного вам дня мы сегодня вам желаем. Да, завтра Хорошего в этой студии мы настроения. вновь с вами в этом же составе встретимся. До встречи.